Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Аят Машвовый. Маршал дал. Добрый вечер всем. Сегодня 16 ноября 2024 года, 19 часов 17 минут по центральноевропейскому времени, 2 часов 17 минут по городу Джохару. Я вас всех, друзья, приветствую. У нас сегодня 85-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний наш стрим мы озаглавили об отступничестве от воли чеченского народа и Конституции ЧРИ. С нами, как обычно, по субботам и вторникам, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. Аят Машвой. Маршал дал. Добрый вечер. Дорогие друзья, братья и сестры из моей родины, я приветствую вас всех и друзей наших. Тема сегодня интересная, потому что вокруг этой темы крутится вся, как говорится, вся наша окружность, так скажем, в которую входят зарубежные и внутренние, и, скажем, так сказать, наши друзья не могут никак понять, что же происходит. Хотя многие понимают, что происходит. На самом деле, я хотел бы взять за пример тот момент, что вот российская вот эта так называемая оппозиция, которая находится на Западе, как она себя вот ведет и что у них там вот эти вот передрязги между собой. В целом, я считаю, да и многие считают, что большинство из них, подавляющее большинство из них, это те же самые имперцы, которые рядятся под демократов, как когда-то было, когда коммунисты развалили Советский Союз, они все стали демократами. Теперь уехал сюда, есть либеральные демократы, есть такие демократы, есть демократы-террористы, есть демократы-диктаторы, но как угодно их называй, все же от основного принципа, значит, демократии они как-то вот, значит, опираясь на него, пытаются изобразить каких-то лидеров, каких-то вот деятелей, которые хотят там прийти к власти нынешней России. Они хотят заменить, естественно, Путина, вместо Путина сесть там. Путин такой же, как и они, как эти такие же, как и они, многие. Поэтому, исходя из этого, можно здесь говорить и по нашей теме, по чеченскому зарубежью, которое как бы сомкнулось с этой российской, вот этой зарубежной группировками, и с ними ведут вот какие-то совместные действия. И мы можем видеть, вот в чем суть-то. Вот они на своих там съездах, вот было в этом месяце, кажется, 7-8, они где-то собрались там, между спорили, они меняли лидеров, они поменяли, как говорят там Пономарёв, он оказался диктатором, неприемлемым для них. И почему он неприемлем? Потому что у него было много недостатков. И вот недостатки заключаются в том, они это обосновывают тем, что, оказывается, нам не нужен никакой лидер. Вот этот Навальный пытался себя показать как лидер сопротивления, единственным. Немцов тоже пытался таким быть. И, конечно, он не смог это сделать, потому что мы его выставляем как, значит, человека, на которого завтра мы должны ходить на могилу, цветы носить. То есть мы выставляем, выдвигаем вперед человека, и власть уже знает, по кому надо бить. Такой у них расчет. Но это, это правильно. Собственно говоря, этот подход правильный, потому что мы вот чеченское сопротивление и правительство, изгнание, президиум правительства, точно так вот. У нас этот принцип еще с 2009 года. Мы приняли решение, что у нас никакого лидера не будет, что у нас будут все
на члена президиума правительства Чеченской Республики будут равны сопредседатели. Ну, некоторые будут действовать, то один, то второй, то третий, а другие там будут потом меняться по ходу. Но этот процесс тоже непростой, особенно для нашей ситуации, потому что у нас как жестоко расправляется с теми, кто вот, в какой-то мере пытается из себя изобразить, это ясно. Не только они сами, да и начинает искать какое-то давление на их близких родственников. И это несколько другой в теме. Даже находясь в зарубежье, многие наши люди вынуждены сидеть в подполье. Вот мы знаем, что многие наши люди, там мы общаемся, звоним, видимся, но эти люди пытаются и быть в подполье. А вот те, которые не могут быть в подполье, вот такие вот, с которых мы самозванцев, которые отошли от основы нашей Конституции и а, общенационального съезда декларации, вот эти, они как-то себя вольготно чувствуют. Они ездят домой, ездят в Москву, ездят по всему миру и крутятся. Но вот я хочу прийти к такому выводу. Мы предлагали им и говорили в этой беседе, надо вот этот момент подчеркнуть, поэтому я говорю. Надо отказаться от вашей ошибочной идеи, там создать какие-то самозваные правительства зарубежья или самозваные парламенты зарубежья. Мол, здесь мы это все будем творить, вот они имеют право на существование. Да, я согласен даже с тем, что когда в самой стране, откуда люди выехали, если они находятся, люди с легитимными полномочиями, они могут создавать в зарубежье свое представительство, могут давать свои правительства временные, которые потом могут приехать со временем, когда им будет, удастся, как говорится, решить проблему изгнания оккупантов или изменения ситуации, и они могут вот правопреемственность передать той власти, которая там на основании вот наших законов будут созданы. Выборы пройдут. То есть вот эта цепочка правопреемства, она будет неразрывна. Вот как от Балтийских республик, Польша, там и другие страны, которые когда-то вот были под оккупацией, их правительства находились за рубежом, но это были люди, которые имели эти полномочия. Вот что, эти полномочия от своего народа, которые имели полномочия от своей власти. Вот такой вот полномочной организации, так скажем, усеченной формы правительства Чеченской Республики является президиум правительства. Даже более того, вот я знаю, мы знаем, наверное, вот Эстония, там у них оставался, когда они возвращали свою легитимную власть в 1991 году, то у них оставался один только человек. В Канаде, он, кажется, жил. И вот он по праву передал им правопреемственность той власти, которая была еще до войны 1941 года. Он передал эту правопреемственность, они воссоздали свое государство, снова восстановили и начали дальше развиваться, как и делают и другие. Вот этой позиции придерживаемся мы, Чеченская Республика Ичкерия. Вот мы являемся, к примеру, наши члены президиума, являются люди с легитимным полномочием, которые мы имеем от той власти, которая была избрана в 1997 году на очередных выборах. И были избраны люди. И эти люди, именно эти люди, которые были избраны даже органом местного самоуправления, судебной власти, парламент, и те люди, которые были назначены президентом, то есть имеется в виду последним президентом, в нашем случае, так, то они имели полномочия, они продолжали действовать, и мы также действуем в зарубежье. Если у нас этих полномочий не будет,
то мы, естественно, не будем иметь никаких вот оснований говорить, что мы сможем в рамках современного международного права, значит, воссоздать наше государство, вернее, восстановить наше государство на этой территории. Оно расходится в современном международном праве. Вы скажете, что в современном международном правом расходится все, что делают, допустим, те или иные государства. Да, это есть, но эта борьба в этом международном праве происходит. И отказаться от этого мы с вами, допустим, чеченцы и чеченское правительство не может, потому что это есть очень важный ресурс, который принят на международном уровне еще в 1948 году. Придерживаясь этого, мы будем и дальше продолжать эту линию и никому ее не сдадим. Кто бы там ни был, будь этот кабинет, так называемый кабинет министра Закаева, или кабинет министров каких-то других людей, которые, или парламент какой-то самозваный, который никогда здесь не избирался. Мы можем поэтапно, по полочкам разложить все документы. У нас есть в этом плане. А у этих людей нет никаких документов. Они пользуются тем, что эмоционально они воздействуют на публику. И они воздействуют тем, что постоянно, значит, им помогает значит, или иная там партия или движение, которые являются друзьями, скажем, Кремля. На Западе, в других странах существует, если не в целом вся страна есть, допустим, то какие-то движения, так как в демократическом обществе может существовать разные. И вот это они этим пользуются, а им в этом деле, конечно, помогает Кремль, здесь нет сомнений, они свободно перемещаются по всему, как говорится, периметру, рассказывают, вот мы там сейчас делаем то или это, мы написали то. Вот на днях выступал некий там общественный деятель, который не имеет никакого отношения к нашей власти, он из себя изображает, там, Кутаев, и говорит, мы направили письмо туда-сюда, мы решили то заявление делать. Ну, хорошо, что вы это делаете, но а кто вы сами? Вы находитесь на плоскости нашего законодательства? Вы являетесь таким? Нет, не являетесь. Чем вы занимаетесь? Почему вы легитимную власть, которая есть у нашего народа, ее игнорируете, пытаетесь, значит, содружествовать с разными отщепенцами даже от российской, скажем, власти, которая есть, скажем, в самой России, я имею в виду русскую, и с ними и с другими сотрудничать, то одно говорят, то другое, да, вот эти вещи. Они до сих пор говорили, что они хотят разные другие какие-то мероприятия организовать, там, то протекторат, потом Горскую республику, потом еще что-то, еще что-то. В общем, все они говорили, кроме Чеченской республики, Ичкерия. Дальше они не говорили вообще про Чеченскую республику. Ичкерия. У нас есть документальное подтверждение, что они везде и всегда писали Чеченская республика. Потому что Чеченская республика, мы хорошо понимали, что это такое, была, значит, обозначена Российской Федерацией России, принимая Конституцию свою в 1993 году. И вот, принимая эту Конституцию, они нам устраивали вот такие вот, значит, заявления Чеченская республика, вот это делали. Но у нас с 1994 года, через месяц примерно, мы изменили название нашего государства на Чеченскую республику Ичкерия. И вот проследим за тем, что получилось после того, как в 1993 году вот они совершили, собственно говоря, Ельцин и его команда совершили где-то, я сейчас скажу, где-то третий или как минимум третий государственный переворот, значит, в Советском Союзе вначале совершали, потом они совершили в этой Российской Федерации России, которую они законно создали. И теперь эти люди, которые здесь вот находятся, о которых я говорю, мы их призываем к тому, что не занимайтесь вот этим словоблудием, оно ничего вам не даст. Надо вернуться в наше конституционное поле, стать, как говорится, в строй,
для того, чтобы мы здесь единым фронтом работали по признанию нашего государства. Вот когда в 22 году, в октябре, нашу страну признала Украина, она осудила геноцид чеченского народа, признала, что наша территория оккупирована, Чеченская республика Ичкерия. Она признавала не те основы, с которыми вы носились до сих пор. Вы то называли протекторат, то называли Горская республика, то Кавказская конфедерация. Это все не относится к нашей республике и не имеет никакого отношения. Если вы это и дальше будете продолжать, сейчас вот проявилось, вот выступал господин Илларионов, и он там излагал эту позицию в отношении даже своих вот этих, ну, скажем, друзей в кавычках. Они, конечно, не друзья, как я понял. Это он критикует их за то, что они, не имея никаких полномочий от своего народа, пытаются изобразить из себя какую-то власть, а потом на этой основе какой-то там лидер пытается выдвинуться вперед. Ну, скажем, тогда пытался выдвинуться Навальный, потом сейчас, ну, тогда был еще Немцов, сейчас уже вдова Навального, Юлия, она пытается стать вот как будто бы это. Но это все смешно, потому что если мы будем говорить о том, что так будут развиваться, то мы будем сталкиваться, как сейчас есть информация о том, что в России все более и более нагнетается или готовится там почва для того, чтобы объявить чуть ли не царя, Путина царем. Чуть ли не до этого. Эти споры идут, чтобы оставить все, отдать во власть его, а он потом, конечно, будет до конца там сидеть. И что делать? И он будет передавать эту власть своему окружению или своим детям. Вот до чего доходит, когда можно сойти с правовой основой, так, и те не на правовой основе, и эти не на правовой основе. Надо действовать в рамках современного международного права, в рамках того, что должно быть, и то, что отражает интересы народа. Вот к чему мы должны стремиться. И еще раз я хочу сказать, надо этим нашим людям, которые здесь на Западе вот дискутируют, громкие делают возгласы. А кто вы, я хочу спросить, кто вы? Кто вам эти полномочия дал? Кто вас избирал? А если вас никто не избирал, главный здесь вопрос, как вот отметил, это избрание вас, власти, кто вас на выборах избирал? Никто. Вы самозванцы. А если вы самозванцы, смиритесь с этим и вернитесь в конституционное поле, и давайте действовать вместе. Но ни в коем образом не на тех площадках, которые вы нам пытаетесь навязать. Мы не для этого здесь, и наш народ не для этого боролся с 90-го года в рамках, скажем, международного права и создал свое государство при развале Советского Союза. Вы только сейчас стали понимать, что это так. Вот в ваших разговорах видно, что вы даже не понимаете. Все эти разговоры, которые были в составе России, вот там Завгаев принял, там он, значит, заявил о том, что, как было там сказано, он объявил о нашей государственности. Все это неправда. Он объявил, не он объявил, Верховный Совет на основе нашей общенациональной, значит, декларации, которая была принята съездом общенациональным членов народа. А затем он эту декларацию предал. И это потом не играло никакой роли с того момента, как СССР рухнул, с этого момента. Все, что было там внутри СССР, их законодательство для всех народов Советского Союза больше исчезло. Почему? Потому что же нет, мы оказались в международном правовом поле. И в международном правовом поле наш народ, наш парламент принял конституцию суверенного, независимого, демократического правового государства. Вот на этой основе должны быть и строго его придерживаться. Когда вы на международной арене или находясь там в парламенте или в ПАСЕ или где-то что-то говорите, вы должны еще думать, о чем вы говорите, проанализировать, что это такое. Это никак не входит в то, чтобы там люди поняли,
о чем вы говорите. Они понимают, что вы в этом смысле не разбираетесь или в этом смысле, что вы хотите обмануть. Это понятно. Но как вот мы знаем, мы должны только в этом русле действовать. Вот о чем я хотел сказать, так сказать, вступительная речь, хотя и много говорил. Ну все, я закончил, Аслан. Спасибо, Аят. Аят, сегодня мы хотели, как ты знаешь, начать наш стрим сделать не через вертикальную камеру, как в последнее время мы делаем, а через горизонтальную, через компьютер, чтобы продемонстрировать документы, ссылки, документы, фото, видео. К сожалению, не получилось у нас с тобой начать, но я предлагаю, я буду зачитывать документы, Аят, и потом вы будете комментировать их. Ну И давай. потом, и потом можно будет уже, когда если будет заморачиваться, то делать уже вставки этих документов, где я буду говорить просто. Но пока Хорошо. только так. И я тогда пойду по порядку, Аят. Первый документ, который я буду озвучивать, он касается, это первые два документа, они опубликованы у вас и на вашем официальном сайте, и на вашей официальной странице Аят и Дигов, Facebook, и в разных группах у вас опубликованы. Они Следующее. опубликованы и на нашем бывшем официальном сайте Чечен-Пресс, Кавказ-центр, Даймох. То есть они давным-давно, вот эти документы по тем временам есть, если ты о них говоришь. Да, Все да, наши документы имеют основу, да. я о них говорю. Постановление о попытке захвата власти номер 1 В от Сараляпа Закаевцев от 6 ноября 2007 года и Омра номер 1 Умарова Доки от 9 декабря 2007 года о незаконном создании Имарата Кавказ. Обратите внимание на даты, друзья. И вот сейчас я зачитаю постановление парламента ЧРИ 1, номер 1В на 6.11.2007 года. Итак, опубликовано на официальном государственном сайте, пока его не захватил Закаев и его компания Чечен-Пресс. В связи с самопровозглашением Доки Умаровым себя эмиром Кавказа Эмиратов, что противоречит Конституции ЧРИ, в частности, статьи 69, в соответствии с этим его самоотстранение и исполнение обязанностей президента и председателя Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия, парламент Чеченской Республики Ичкерия постановляет до проведения новых свободных выборов в соответствии с разделом 4 статьи, я просто не вижу, 86-88, возложить всю полноту власти Чеченской Республики Ичкерия на парламент ЧРИ. Второе. Постановление вступает в силу с момента его подписания. Третье. Контроль за выполнением данного постановления беру на себя председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия Жалауди Сараляпов. 6 ноября 2007 года. Обратите внимание, уважаемые зрители, на дату 6 ноября 2007 года. Далее, следующая информация, опубликованная на сайте kavkazcenter.com. Тоже бывший наш официальный государственный рупор спубликует. Пресс-служба главы Имарата Кавказ Амира Абу Усмана Доки Умарова передала в редакцию агентства «Кавказ-центр» первые государственные правовые акты, которые были изданы руководителем исламского государства. В соответствии с подписанием Амиром Абу Усманом документов об образовании исламского государства утверждено его официальное название «Имарат Кавказ в ведении шариатское правление на всей территории государства». Посмотреть заявление Доки Умарова о провозглашении Имарата Кавказ, Кавказского Эмирата можно по этой ссылке, тут оказывается, и так далее. Обратите внимание на дату 9 декабря 2007 года. То есть, я дальше читаю аят, ваш комментарий, который у вас опубликован на странице вашей Facebook. То есть,
Аят Идигов. Из истории борьбы за деоккупацию Чеченской Республики Ичкерия. 10 октября этого года, получается. Это комментарий. Постановление так называемого Сараляпа-Закаевского парламента за номером 1Б опубликовано было 6 ноября 2007 года на государственном сайте Чечен-Пресс, обвинив президента Умарова в том, что он не совершал самоустранение от должности президента. На этом ложном основании Сараляпа-Закаевцы объявили себя верховной властью ЧРИ. Президент Умаров действительно незаконно самоустранился от своей должности, но лишь по прошествии более 1 месяца, как Сараляпа-Закаевцы незаконно обозначили себя верховной властью ЧРИ. Подтверждением самоотречения президента стало то, что он выступил на официальном сайте Кавказ-Центр как частное лицо, объявив через ОМРА номер 1 от 9 декабря 2007 года о создании им религиозного государства Имарат-Кавказ. Действия обоих сторон в отношении власти чеченского государства с точки зрения Конституции Чеченской Республики Ичкерия, статьи 5, часть 2 и конституционного закона не имеют юридической силы и являются тягчайшим преступлением против народа Чеченской Республики Ичкерия. Аят, что вы прокомментируете? Ну хорошо, я там скажу несколько слов по этому поводу. Дело было в том, дорогие друзья, что действительно, начиная с октября месяца, а то и раньше, команда Министерства иностранных дел, где я был главой, Закаев Ахмед, они начали обвинять во всех грехах, то, что президент совершил то, что там сказано, и обвинив его в том, что он получил там $500 миллиарда за предательство. Но в этом случае надо было бы показать, какие доказательства тому, и надо было бы обосновать, что где это он сделал, это ваша фантазия, или это что-то где-то услышал где-то на разных вражеских голосах. То ли «Свобода», то ли еще какое-нибудь, ну, любое, значит, информационное агентство, но на чеченских правительственных сайтах, газетах, нигде этого не было. А по нашей Конституции записано, что все, что должно делаться, должно быть опубликовано на нашем официальном сайте. Этого не было. Значит, все, что там в мире творится, все, что говорит устно, что слышали, оно не играет никакой роли в этом смысле. Так у нас в Конституции записано, статья 4.5, там посмотреть можно. Поэтому, когда они этот вопрос подняли, мы в президиуме, тогда еще я как представитель, значит, парламента в зарубежье, специальное постановление было за подписью, значит, президента и тогдашнего, и парламента о организации ведения ответственности всей работы. Я начал этим заниматься, начал до них достучаться, пытаться, но они никак не выходили на связь, как обычно, и все время действовали изолированно. Несмотря на это, мы не могли не реагировать на это. И вот такое вот заявление было мной сделано. Потому что если президент такое совершил, и вы издаете какое-то постановление, а в постановлении нет ссылки на какой-то документ или на его заявление, то, что требует наша Конституция, в которой сказано, если документ официально даже принято, если не опубликован в официальной печати, то он не является законом, не имеет юридической силы, так сказано. У нас не могут быть секретные документы. У нас, может быть, какие-то секретные службы, которые свои секреты ведут. А вот такие правовые документы секретных у нас нет. Прямо, конечно, записано. Поэтому, исходя из этого, мы говорили, давайте, друзья, показывайте, где он это сделал и что он это сделал. Но, естественно, я тогда связывался с многими людьми, которые вокруг этого шли разговоры.
Никто не говорил о том, что это случилось, просто говорили о том, что это разговоры шли давно, потому что Россия и, как вы знаете, Кремль, он постоянно провоцировал раздробление нашего движения, сопротивление нашего народа по принципу там, значит, религиозному принципу, по принципу Тейпо, Тухмов, то, что было в прошлые века, и мы помним, кто мы есть, и по принципу того, что вот там горные, плоскостные или еще другие чеченцы, там разделение ингушей, там чеченцев, других. Эта борьба давно шла. Вот здесь вот эти люди, не показывая, что произошло, начали вот эту вот, ну, очередную байку затеяли, которая выгодна была только Кремлю. Кремлю было выгодно, чтобы вот такое дело начало, значит, формироваться в нашем сопротивлении. И первым это начало делать вот Закаевская, Сараляпо-Сызгаевская команда. Я хочу сказать еще о том, что вот эта команда, как это, где парламент, да, когда говорят парламент, то всегда имеется в виду, что это решение должно было быть принято парламентом. То есть для того, чтобы принять такое решение, которое вот у них в статье номер 1, оно должно приниматься не, скажем, постановлением, оно должно приниматься на уровне, значит, конституционной нормы. То есть за это должны были проголосовать 42 человека, то есть депутатов. Этого не было. Кроме того, они из себя изображают, они этот документ, вот как Илларионов говорил, они из себя, значит, как диктаторы, как лидеры, он называет себя председателем парламента и раздает распоряжения налево и направо. А председатель парламента, его функция заключается в том, что он проводит, организует заседание парламента, и этот парламент принимает какие-то решения, и он тогда подписывает документ. Вот по нашей конституции, нашим положениям. Этого не было. Кроме того, этот Сараляпов, он никогда не был избран председателем парламента. Кроме того, эти люди приехали сюда в зарубежье, их никто сюда не направлял. Они приехали сами, как беженцы, находились здесь, и себя изображали некоторых таких вот деятелей, когда на таковые не были никак. Вот на этой основе мы не можем, как говорится, ориентироваться на их вот это само назначение, на эти разговоры. И притом у них было здесь 4 или 5 человек. Теперь никто из них не сознает, кто это подписывал, кто в этом участвовал. Естественно, 5 человек не могут это делать. Естественно, эти люди не избраны, и их, значит, назначил с постановления, используя сайт Чеченпресс сам Закаев, потому что сайт у него был, он командовал этим. И сайт, на этом сайте было опубликовано некое там парламентское расследование, в котором Сараляпов был обозначен председателем парламента, который никто никогда не избирал. Поэтому отсюда и началось вот это движение. Оно было, я имею в виду, зарубежье, когда этим они решили заняться. До этого они занимались еще более, как говорится, мерзкими делами, где они принимали в Лихтенштейне, потом до этого, значит, Швейцарии, Сейчас дойдем. в Копенгагене, принимали разные решения. Вот что могу я сказать именно об этом. Вот. Это, посмотрите, принято решение, значит, 6 ноября, а они обвиняют его, даже это не понял, обвиняют его в том, что он совершил только через месяц с лишним. Как это так? Это же вообще никаких это. Понятно, что люди, во-первых, ни с чем не считались и считались только с тем, что это в пользу нашего врага, тот, который захватил нашу территорию, сделать из нас людей и даже народ, который не понимает, что и чем они занимаются, не то чтобы говорить о государстве. Вот так нас хочет изобразить наш лучший друг, скажем, Кремль. Поэтому с этим мы не можем согласиться. Я закончил.
Спасибо, благодарю. Следующий документ о предательстве Чечении. Секретные переговоры с русскими в Швейцарии и Лихтенштейне в 2001-2002 годах о решении для Чечни. Вашингтон Пост, пятница, сентябрь 17 2004 года, страница 27, Фредерик Стар. Оригинал на странице washingtonpost.com. Мирный план, о котором договорились думские депутаты и чеченские лидеры, строился на той формуле, которая была выработана годом раньше. Сохранение членства Чечни в Российской Федерации, но с твердыми гарантиями максимальной степени самоуправления и автономии. Первый раунд переговоров свел 9 человек, включая с московской стороны Юрия Щекочихина, заместителя председателя Думского комитета по национальной безопасности и Абдуллы Султыгова из Думской комиссии по Чечне. Масхадов, который не мог покинуть Чечню, направил делегацию во главе со своим министром иностранных дел Ильясом Ахматовым. Второй раунд в Лихтенштейне. Чеченскую делегацию возглавлял вице-премьер Масхадова Ахмед Закаев, который, как и Ахматов, тогда жил за границей. На этот раз удалось продвинуться дальше. Был согласован ряд принципиальных вопросов мирного плана, а Хасбулатову, юристу по образованию, было поручено составить этот проект. Участники переговоров планировали провести пресс-конференцию в Москве с тем, чтобы обнародовать план. Аят, что вы можете прокомментировать по этому посту? Ну, по этому посту можно сказать вот что. Значит, в 2001 году в Швейцарии проводились встречи российской и чеченских делегаций, якобы. Сюда приезжал Ильяс Ахмадов, Лёма Усманов из Америки, и это комитет Чечни, американский комитет Чечни, это как бы организовал якобы. С одной стороны были русские, с другой стороны были чеченская власть. И вот там они, оказывается, договорились. Туда мне звонил Масхадов тогда и просил обязательно туда поехать. Я в назначенное время туда поехал заранее. И они должны были мне прислать сообщение, где они находятся. Мне пришлось там ждать их чуть ли не 3 ночи. Они на меня не выходили. И мы, Масада, мы были очень удивлены, как это. Они не дают места, где они находятся. Наконец, они дали это. Но в последний день, когда они завершили свои эти переговоры, после этого я подъехал к ним. Но, оказывается, там уже было все решения приняты. И там вот он, этот Барт Стайер, он пишет, что, оказывается, они договорились уже между собой, что все решения, которые будут русско-чеченские, будут приниматься на основе того, что территория Чечни является частью России. То есть вот такое предательское решение было там обозначено, по крайней мере, которое там написано, значит, в этой статье. И им были заданы эти вопросы. Я задавал эти вопросы, я писал в их адрес в интернете, другое. Ответьте на это. Они не отвечали. Но я имею в виду, и потом они в Лихтенштейне встретились через год, и там тоже они, значит, продолжили вот эту свою работу, которую они начали в Швейцарии. И там, значит, тоже решили поручить от Хасбулатову, там Рыбкин, другие старые деятели, они приехали, и что они какие-то документы примут, и там тоже разъехались. Никаких документов, которые я просил у них прислать мне по вопросам, которые они провели в Швейцарии, протокол, и, значит, и других их прислать просил их. Они не давали. Во главе там сидел, проводил этот сбор, так скажем, Гульдеман. Это тот представитель, который был у нас в Чечне в 1995 году, когда миссия ОБСЕ у нас была. Гульдеман вел себя там достаточно, значит, враждебно в отношении нашего государства. Он открыто говорил, это вам, мол, это не Чечня,
Это, мол, еще такой враждебный такой настрой был. Это в Лихтенштейне, да? А? В Лихтенштейне? Нет, это в Швейцарии было. В Швейцарии. Я в Лихтенштейне я не был, я в Швейцарии по сообщению Моссаду поехал, и они так и не дали мне возможность там прийти. Я попросил дать возможность там, значит, может быть, напишем заявление о том, что произошло, в чем мы договорились, вы договорились, а в чем не договорились, будем дальше, мол, решать. Это их возмутило. Почему возмутило? Потому что, видимо, они уже договорились, что будет все в составе России. Поэтому они же не могли это написать, не могли. И поэтому они мне и не прислали ничего. Том о Лихтенштейне. И на этой основе потом они провели так называемый Всемирный чеченский конгресс в Копенгагене в октябре-ноябре, кажется, 2002 года уже. И там приняли резолюцию, в которой на основе плана Хасбулатова, что надо решать отношения. Тоже план Хасбулатова – это план о том, что территория Чечни является частью России. Вот как замыкалось вот это все. Естественно, мы не могли с этим смириться. Это было до того, как они вот в 2007 году уже захватывали эту власть, говоря, что док Умаров ушел в отставку и создал, которую он еще не сделал. То есть вот такие аномальные действия или такие вот, значит, антиконституционные дела творили эти люди некоторые. Они могли это творить по заблуждению, они могли в этом ошибаться, да, но если ты ошибался, давайте продумаем вместе, что это такое. Я много раз говорил, писал, давайте эти вопросы, значит, обсудим. Они не хотят это обсуждать, потому что у нас же все эти документы есть, и эти документы приняты не нами с вами, а приняты ими самими, ими. То есть они это опубликовали на своих сайтах, они об этом говорили. Эта статья написана была в Вашингтон-Посте. В общем, вот такие дела. И на этой конференции, так называемый Всемирный чеченский конгресс, там собрались люди, которые фактически беженцев собрали, я так понял, так, и несколько там, с десяток разных бывших политических деятелей, которые там, значит, сидели. Это были люди, которые могли бы этот вопрос там поднять, но они как со стороны только наблюдали. Там представители были Балтийских республик, там были представители местных, там, может быть, и Дании. Но они только наблюдали, и они тоже вот ничего об этом не говорили, а эти полным ходом вот такие документы принимали о том, что наша территория является частью России. Теперь подумайте сами. Если они такие документы принимали и это распространяли по всему миру, какое будет отношение к ним Кремля? Положительное. Только положительное. Их преследовать никто не будет, их родственники никто не будет там журить за это. И они здесь полностью их будут обеспечивать, их дают им разные возможности, и они действуют. Но это не значит, что они здесь правы. Мы не можем кому угодно, и даже и этим отдавать вот эту нашу основу, которая принята нашим народом о создании нашего государства и создано наше государство. Они, когда здесь говорят все, делают заявление, мол, это мы придем туда и построим. А кто вам даст построить? Когда они говорят построим, мы должны понимать одно, что мы говорим, что мы хотим создать свое государство. Так они, создадим, построены, создадим. Значит, если создать хотите, значит, у вас государства нет. Значит, у вас основы нет, значит, вы хотите создать. Значит, вы хотите выйти из какого-то существующего государства, то есть из Российской Федерации России нынешней. А кто вам даст разрешение выйти оттуда? Это же Путин должен давать эти разрешения. Они не понимают, что эти разрешения дает власть этой страны. Они не понимают, что тогда мы смогли стать государством, приняв все эти документы, как то должно было быть, лишь потому, что этот Советский Союз исчез сам с политической карты мира. Поэтому образовались все эти новые государства, в том числе и Чеченская республика тогда.
значит, и Казахстан, и среднеазиатские государства, закавказские, так называемые, Украина, Белоруссия и эти. Вот только поэтому появились эти государства. А вот 3 балтийские государства СССР сам признал, и они стали независимым государством в 1991 году независимо. То есть это решение, что должен им дать, а не Путин, они не понимают это. Они думают, если туда придут вот эти сейчас какие-то там новые власти, что они разрешат. Это, знаете, видно по вилам по воде писано, это не столько забота о нашем народе, сколько попытка обмануть нас, обмануть наш народ, и чтобы за них люди там говорили, вот они правильно действуют. Мол, они трудятся, мол, они работают. Да, они работают, но они работают во вред нашему народу, они работают во вред нашей государственности, они обозначают нас, как будто бы мы не создали свое государство, и что мы преступники, что наша власть и народ. Помните этот Ельцин, а потом и там Жирнов выступали, прямо говорят, а это, говорят, чеченцы все бандиты, бандиты, их надо всех убивать. Значит, вы смертники, и все такие. У них это сидит внутри. Да. То есть сама система власти, если Россия не изменится, или этой территории иной не будет, никаких надежд на то, что, допустим, мы можем вернуть свое государство, пока нет. Поэтому на Западе мы должны действовать таким образом, что строго в рамках нашей Конституции и Декларации о признании нашего государства. А они на Западе мешают нам. Они противодействуют нашим действиям, чтобы мы могли здесь вот нас признали. Они создают впечатление, что мы здесь там разбились, что мы там разные между собой не могут найти общий язык. А этот разговор, конечно, кто бы ни говорил в любой стране, это не надо воспринимать, как будто бы это правда. В любой стране сотни, а то и тысячи разных мнений. Поэтому у нас могут быть разные мнения, но если это мнение против нашего государства, против созданного честного народа, то это не является момент, чтобы кто-то нам говорил, вы должны найти общее что-то. Нам пытаются здесь на Западе, другие сказать, вы найдите что-нибудь общее. Нам такие советы не нужны, чтобы мы общее нашли. У нас есть общее, то, что принято нашим народом в 90-м году на общенациональном съезде, и то, что заложено в нашей Конституции. Все те, которые против этих общих решений, то они являются противники нашего государства, или предателями, или отступники, как хотите их назовите. Вот что можно сказать об этом. Спасибо, Аят. Дальше документ, следующий документ, это постановление парламента Чеченской Республики Ичкерия, номер 14-11 от 2 декабря 2003 года о реорганизации внешнеполитической работы парламента за рубежом. В связи с необходимостью внести изменения в организацию работы за рубежом, парламент Чеченской Республики Ичкерия постановляет: первое. Председателя комитета по внешним связям Идигова Аяда оставить для работы за рубежом с сохранением за ним должностных обязанностей. Возложить на Идигова Аяда полномочия организации ведения всей политической работы от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия. Третье. Отозвать из-за границы для работы на территории Чеченской Республики Ичкерия Тутакова Вагапа, сложив с него обязанности за рубежом. Четвертое. Постановление вступает в силу с момента опубликования в официальной печати. Исполняющий обязанности председателя парламента Чеченской Республики Ичкерия И. Ахматов, утверждаю, председатель Государственного комитета обороны Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов, президент Аслан Масхадов. Здесь еще один документ есть, который написан на английском языке, который подписан также президентом Асланом Масхадовым, о том, что вы можете представлять интересы чеченского государства в международных институтах. Я правильно понимаю?
Да, правильно понимаешь. Пожалуйста, вот это вы могли бы, Всё. как это было? Вот вас как отправляли, Ну вы вот мне рассказывали, 90 прокомментировать. в Мгм. 99 году, Мгм. когда российская армия вторгла на нашу территорию, это было 17 июля 99 года, Мгм. но первые 10 дней мы, парламент и президент, все пытались противодействовать этому мирным путем. Где-то Мгм. 10 дней мы противодействовали, писали, пытались мирно вывести эти войска, чтобы мы могли решить таким образом. Но это не получилось. По прошествии 10 дней уже тогда парламент принял специальное постановление о том, что Россия снова организовала военное вторжение на территорию Чеченской республики Ичкерия. И тогда собрался Государственный комитет обороны, помню, в октябре, если я не ошибаюсь, за октябрь дату не помню, где-то в середине. И на нем были все, значит, представители власти, президент, вице-президент, все командиры всех направлений, значит, движения сопротивления. И там, несмотря на то, что на Запад были направлены, то есть уехали, направлены они были, я не знаю, некоторые деятели от парламента, там, первый заместитель председателя парламента и какие-то общественные деятели, ну, и, естественно, министр иностранных дел, было сказано там об этом. Но там в парламенте, то есть на этом заседании встали и начали говорить, что работа, которая должна быть сделана на международном уровне о признании нашего государства, является важнейшим там направлением, без которого даже военная победа в наших условиях не может оказать нам, значит, э, того, что мы хотим, чтобы мы сохранили свое государство. Что обязательно нужно признание нашего государства за рубежом, потому что это важно, чтобы мы могли потом на это опираться, вот как другие вот оккупированные страны, балтийские, там Польша, другие назывались, и говорили, что если там не будет у нас признания, то потом нас будут как угодно они валять, как говорится, в грязи, и во всем тогда снова будет Россия. Если даже мы их победим, они снова придут и снова нас будут бить и убивать. И по возможности их цель является в том, чтобы весь наш народ выслать на Сибирь и Дальний Восток, в ту сторону, чтобы распылить, как говорится, по всему, а сюда заселить русскоязычное население. Вот о чем был там разговор. И тогда подняли там вопрос, что нужно туда направить именно меня, еще со мной еще товарища. И я тогда говорил, что туда уехали, нет, эти командующие, которые все сказать, что ты должен поехать. И таким образом я выехал туда, и со мной был еще один человек, еще были и другие люди, которые мы здесь, приехав, встретили, так? По приезду сюда мы хотели обвинить, то есть объединить наши усилия. Но все, которые приехали сюда и здесь действовали, они действовали как самостоятельно, из себя изображая какую-то там разбитую цепочку, каждый из себя что-то там говорил, хотя они не имели в этом смысле полномочий. И вот этот документ, который сейчас ты зачитал, этот документ, это был уже документ, который говорил о том, что все те, которые находятся здесь за рубежье, они должны быть в кругу, в едином кругу, и что они должны вместе работать. Но ни один из них этого не хотел делать. И даже вот это опубликовано, принято постановление в декабре, ты Мгм. там говорил, да? Оно было опубликовано на сайте Чечен Пресс только в феврале месяце. Представляете, 2-3 месяца они его держали, не давали ему хода этому. Те мне звонили, оттуда говорили, что там происходит. Я говорю, никаких нет документов. Мы и так работаем. Нет, надо объединять. Вот для этого был этот документ создан. И, естественно, когда вот это решение было принято, хотя и без этого мы действовали, здесь, в зарубежье, и нам достаточно было те полномочия, которые у нас есть,
а это был закрепляющий документ о тех полномочиях, которые сейчас нужно вести работу в зарубежье. И эти люди, которых вот я называл ранее, они все пытались из себя изображать какие-то там здесь. То есть мы здесь нашли вот дилетантство или нашли, собственно говоря, людей, которые работали на Кремль фактически. Ну, по крайней мере, как минимум, которые не работали на нашу страну, а какие-то личные там свои интересы преследовали. Вот этот документ как раз и послужил тому, что мы затем, когда эти люди в 2007 году объявили себя, значит, председателем парламента, председатель кабинета министров, а президент ушел, как говорится, сам отстранился и создал свое государство религиозное. В этих условиях мы все оставшиеся наши люди, которые были, значит, в зарубежье и по всему миру, мы совещались, ну так, совещались как? Сколько могли, собирались, звонили, перезванивались и пришли к выводу, что нужно создать в этих условиях, нужно создать какой-то орган власти из людей с полномочиями, легитимными полномочиями. Это были депутаты парламента, это были, как я говорил, значит, члены органов местного управления, люди, которые были назначены на должность президента последним. Вот эти люди, имея непосредственно эти полномочия от имени народа, таким образом мы организовали временно рабочий орган власти и назвали его президиум правительства, который был должен отстаивать. Мы имели полномочия от власти, вот, которое было прислано мне, и для организации этой работы я как раз как один из них, мы договорились создать вот этот орган, который называется президиум правительства Ичкерии, и на это действуем, не отходя от основы. Вот для чего был этот документ, и вот на основе чего мы действуем. Все люди, которые у нас работают, это люди только те, которые имеют полномочия от нашего народа, и те, которые не предали и не отступили от нашей основы. А вот эти люди, которые я называл, их окружение, они этого не имеют, и оно нигде не будет воспринято. Вот что я имею в виду. Вот это как раз связано с тем, что говорил и Ларионов о своих там вот этих деятелей, которые там вошли в контакт с нашими этими деятелями и вместе вот эту работу ведут. Эту работу мы не можем воспринимать. И в этом смысле то, что говорил Ларионов, он очень правильно говорил. Тоже, хотя у меня есть там к нему и вопросы. Баркал. Баркал Аят, Баркал. Так, следующая ссылка, она у нас видеосылка. А я тогда ее дам прослушать, она около 2 минут. Давай. Это выступление Джохара Дудаева, и потом после его гибели сразу выступление Ахмеда Закаева. Давайте тогда послушаем это. Так, текст я буду зачитывать. Президент Джохар Дудаев о государственном статусе Чеченской Республики Ичкерия, 1995 год. Кто, как и кто предают Чеченскую Республику Ичкерия. Внимание. Скажите, видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководитель? Статус Чеченской Республики и ее народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двусторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. И он не подлежит ни с кем обсуждению, ни тем более с российским руководством. Чеченская сторона... Одну минутку. Я здесь прокомментировал. Это сразу после гибели Джохара Дудаева. Ахмед Закаев дает интервью какому-то российскому телевидению.
Здесь он выглядит не как демократ, на голове, на лбу у него черная повязка с арабской вязью. И я прошу обратить внимание, я ничего против арабской вязи, конечно же, и ислама повязки не имею. Дело в том, что это первый человек, который начал нам активно проталкивать религиозную составляющую войны, и фактически с национально-освободительного движения, как мы видим, сегодня наше сопротивление, наша борьба переведена на межконфессиональную войну, и Ахмед Закаев был одним из первых, кто это делал, продвигал вот своим таким внешним видом и так далее. Вот давайте послушаем, что говорит Ахмед Закаев. Тем обсуждению, не тем более с российским руководством. Чеченская сторона не настаивает на официальном признании нас как независимое государство. Наше единственное желание закончить войну, вывести российские войска, и его величество, господин народ, определить свои взаимоотношения в дальнейшем с Россией. Я вас всех уверяю, от имени сегодняшнего премьера Республики Ичкерия, актера театра, солдата, воина, когда потребовался на поле боя, и сегодня одного из самых таких гибких, умных и востребованных политиков от чеченского народа. Именно с его даже, его нутром, я вам говорю, нам эта независимость и нафиг не нужна. Я говорю об этом первый раз. Намечено ряд встреч, даже включая с представителями Рамзана Кадырова в ближайшее время. Я думаю, что в ближайшее время мы просто обязаны и должны выработать эту единую формулу, позицию и предложить ее чеченскому народу. И вот ваш комментарий, Аят. У одних из числа этой кампании замечен крен в сторону поддержки чеченских самозванцев, незаконно объявивших себя властью Чеченской Республики Ичкерия. Вопрос, этот крен образовался у них намеренно или по причине отсутствия информации? Аят, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, сделал вот заявление, которое сделал президент, это понятно. Он говорил это на основе того, что наш народ, значит, провел свою, значит, декларацию в жизнь, принял на общенациональном съезде, так. Затем была избрана власть в соответствии с нормами международного права. И затем был издан указ о государственном суверенитете и независимости Чеченской Республики 1 ноября 1991 года. То есть этот вопрос ему задавали с радио «Свобода», который вот вы слышите. Он корреспонденту это отвечал, президент Джохар Дудаев. Следом здесь вот смонтировано, видим, следом, значит, здесь показывается после гибели Джохара Дудаева, не имеющий на то никакого права, выступает вдруг по российскому там телевидению, значит, Закаев, и начинает голосить о том, что мы не требуем признания независимости нашего государства. Мы столько бились, убивали, столько делали. А он говорит, мы требуем. То он имеет, какое он имеет право? Говорит, это его заблуждение или это его, так сказать, ну, прогиб, так? И когда он об этом говорит, это противоречило нашей Конституции, это противоречило декларации нашего народа, то есть это в пользу Кремля и было его заявление. Дальше он там уже говорит, еще дальше, там они встречались на этом, какой-то там у них был конгресс или встреча была в Европе, в Брюсселе, кажется, где один его из сатрапов говорит, что нам нафиг не нужна была независимость. Он говорит это от имени, значит, Закаева, который внизу сидит, рядом сидит, и никто в этом зале даже слова не произнес против, не сказал, что ты говоришь, о чем ты разговор, как это на весь мир заявлять, делать такие заявления. Более далее он там говорит, Закаев говорит, что мы, мол, хотим решить эту проблему, значит, даже у нас будет встреча с Кадыровым. А у нас встреча с Кадыровым, это говорит о том, что прямо у нас в Конституции записано, что это предательство,
и что мы не можем говорить и вести разговоры о статусе нашего государства, как они там говорят, ни с кем, не только хоть кем-то, но даже и в том числе и с Россией. Они эти заявления делают. То есть здесь наглядно видно, что люди или в большом заблуждении, или находятся в каком-то, ну не знаю, как это мягче назвать, хотя мягче называть не получится, предательском состоянии. И если они ошиблись, то они должны, мы говорим, отойти от этой линии, признать свои ошибки, вернуться в конституционное поле и давайте, мол, вместе действовать. Мы так говорим. Хотя все это разговоры, которые они ведут, их нельзя вообще с ними и разговор вести. К ним есть у нас только один вопрос сейчас. Почему вы предали нашу родину, почему вы предали наш народ и государство? Вот один вопрос к ним. Больше с ними разговор другой, это разговор с ними, которые мы будем все, это только будет говорить о том, что мы размягчаем их, даем им возможность говорить о чем угодно, и наше вот это, нашим решение, которое принято нашим народом, тоже как бы, значит, удешевляем. Этого нельзя делать. Вот что я могу сказать об этом. Так, благодарю. Следующий документ – это резолюция Всемирный Чеченский конгресс 29 октября 2002 года, Копенгаген. Так, опубликовано 29 сентября 2004 года. Резолюция Всемирный Чеченский конгресс, ВЧК. Очень хорошее название. 29 октября 2002 года, Копенгаген. Так называемый ВЧК, Всемирный конгресс чеченского народа, стал детищем сепаратных договоренностей чеченской и российских сторон за спиной чеченского народа. В Швейцарии и Лихтенштейне в 2001 и 2002 годах резолюция ВЧК сама за себя об этом говорит. В резолюции ВЧК нет и речи о чеченском независимом государстве, воссозданном 27 октября 1991 года чеченским народом в рамках международного права. Рассматриваемый так называемый ВЧК вопрос нисколько не касался Чеченской республики Ичкерия. В резолюции ВЧК вообще нет этого названия нашего государства, а есть так называемая Чеченская республика, от которой мы отказались 16 января 1994 года по причине незаконного внесения этого названия как часть РФ России новым Кремлем, пришедшим к власти после государственного переворота в РСФСР в октябре 1993 года. В резолюции ВЧК его участники приняли предательское решение о рекомендации воюющим сторонам план мира профессора Руслана Хасбулатова. А этот план предусматривает рассмотрение российско-чеченских отношений в составе Российской Федерации «Россия». Аят, пожалуйста, вам слово. Ну, что говорить, я, как, знаете, был председателем парламента почти 5 лет, и в этих, как говорится, перипетиях, и вот этих переговорах тоже участвовал, и знаю, что там заключено в этих хитростях, хитросплетениях. Там ничего не говорится, как будто ничего не говорится, а когда они пишут «Чеченская республика» после, скажем, 16 января 1994 года, как было изменено название нашего государства, это говорит о том, что они этот документ принимают, как мы должны действовать внутри России, как часть России. Понимаете? Вот в чем дело. И везде там Чеченская республика. Если бы этот документ принимался бы до, скажем, 16 января 1994 года, как Чеченская республика, то это еще понятно. А то, что принимается после этого, кто бы это ни писал, это говорит о том, что речь идет на этом, значит, на этой встрече, в этом документе о том, что эти стороны должны действовать в основе закрепления, значит, российской позиции на основе Конституции РСФСР, Российской Федерации, которая принята в декабре 1993 года.
То есть фактически этот документ, эта декларация есть предательский. Те, которые там были и сидели вот на этом конгрессе, Всемирном конгрессе, так называемом, они в этом деле или участники, или, значит, соучастники, собственно говоря. Я не хочу говорить об этом там громкие слова, но это так, грубо говоря, это так. Пусть народ знает, пусть люди знают. Они там сидели и вот это все вот принимали, и такой документ утверждали. Вот такие вот вещи, они, значит, за спиной нашего народа, не спрося всего, еще в 2002 году, когда шла война, когда шли вот эти бои в горах, везде и всюду, Россия бомбила наших людей, убивала, томила их, а эти здесь на Западе поднимают документы, якобы мы являемся частью России. И этот документ, якобы от всех чеченцев мира, они распространяли по всем международным организациям, по всем посольствам стран мира. Представляете? Создается такое впечатление, чем они занимались. Поэтому мы говорим, если вы ошибались, то признайте свои ошибки и вернитесь в конституционное поле. Вот больше ничего. А говорить о том, что им с ними, что они правы, как они здесь заявляют, мы там написали, вот я говорил, там, обращаемся к тому и тому, признайте нас, то. Так мы уже эти документы давно написали, еще в октябре 2022 года отправили все эти документы и в Польшу, и в Балтийские страны, и в другие, и в Украину, которая признала таким образом наше государство. Теперь эти люди здесь ходят и хотят заниматься плагиатством, то есть как будто бы они что-то там делают. Вот в этом плане это надо, чтобы наши люди знали, это надо, чтобы наша молодежь знала, это надо, чтобы наши друзья, которые, значит, есть на Западе и там у нас в Чечне, знали, чем занимаются эти люди. Их нельзя допускать не то, что куда-то, их власти вообще нельзя допускать, речь это не может быть никакой. Они действуют таким образом, и все, что они сейчас делают, на основе тех документов, которые они заявляли и которые, как говорится, ласкают ухо Кремля. Вот чем они занимаются, и их действия таковы. Сейчас они, вот как я сказал, переобулись, вот эти разговоры ведут, но нас не обмануть наших людей, не обмануть наших простых граждан, никак не обмануть этими их выходками. Все, Аслан. Баркал аят. И вот заявление я хотел бы прочитать, аят, которое у вас опубликовано на вашем сайте ayatidig.worldpress.com. Заявление на сайтах Чечен Пресс, а затем на Кавказ-центр 29 и 30 сентября 2005 года было опубликовано заявление «Парламентское расследование от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия» людьми, не имеющими на это права. Хочу заявить, что мое имя было использовано в этом заявлении без моего согласия. Более того, я не знаю о факте существования комиссии парламента и в ее работе участия не принимал. Заявляю, что совершен подлог. Заявление «Парламентское расследование», на мой взгляд, не аргументировано в той части, где идет обвинение отдельных депутатов чеченского парламента и охвачен не весь спектр вопросов. Допускаю, что такая комиссия должна существовать, но хотел бы видеть ее заключения более профессиональными. Известно, что любая парламентская фракция создается по решению парламента, чего нет в случае с фракцией, о котором говорится в заявлении. В этой части представляется, что у авторов заявления присутствует желание незаконной легализации действий группы депутатов парламента и их правительства, чтобы они смогли и далее проводить свою работу в избранном ими направлении. В другой части голословно обвиняется одиозная личность из парламента за его действия в интересах российских оккупационных войск. Но обвинение же комиссии состоит из того, что тот умыкнул из бюджета Кремля $260 тысяч,
которые были предназначены на специальные действия против чеченского народа. Не отдав деньги в нужные руки, тот сорвал операцию. Кроме того, утверждение о возможных западных оккупационных войсках на территории Чечении и Северного Кавказа выглядит враждебно против Запада, где проживают чеченские беженцы. Видимо, авторы предпочтения отдают родным российским агрессорам. Есть еще ряд важных вопросов, которые требуют отдельного изложения, что я попытаюсь сделать позже. Аят Эдигов, глава Комитета внешних связей парламента Чеченской Республики Ичкерия, полномочный представитель за границей парламента Чеченской Республики Ичкерия, 30 сентября 2005 года. Аят, что бы вы хотели добавить или же прокомментировать? Я об этом вначале как-то коснулся этого. Это было заявление, которое я сделал после того, как Закаев опубликовал на сайте Чечен-пресс по так называемому парламентское расследование, в котором, значит, Сараляпов обозначался председателем парламента впервые. То есть на официальном сайте то, что опубликовано, оно как бы считается официальным документом. То, чего нет, когда они, значит, обвиняли этого Док Умарова, который еще ничего не сделал, они обвинили его в чем нет. А здесь они меня вписали в это свое заявление. И, естественно, я разбирался, пытался их понять. Они все уходили от ответа, там их человек 6-7 было. И все они сегодня даже от этого всего отказываются. Но тогда я знаю, что вот это все фикция, что это подлог, что это служит нашему врагу. Я написал вот это свое заявление, которое, значит, считал, что нужно довести его до нашего народа и наших членов правительства. Тогда мне не удалось это опубликовать на наших сайтах Закаева и этого Чечен-пресс, то есть Кавказ-центр. Я тогда опубликовал его на сайте Дружба ЧРИ Литва. Там мы были наши люди, и я попросил их. И вот так было опубликовано мое заявление. Устно я об этом заявил. Вот это как раз и было то заявление, на основании которого Сараляпов был назначен таким образом. Сараляпов назначил председателем парламента, назначил, Закаев назначил этого человека председателем парламента. Затем, я должен сказать, по прошествии там некоторого времени, этот Сараляпов обвинил Закаева в тех или иных делах и распустил, в общем, полностью его кабинет. Но Закаев, не будь дураком, как говорится, наоборот, значит, обвинил этого Сараляпова, но он не выдал, что он его когда-то назначал председателем парламента, он же не может сказать это. И они вот в таком взвешенном состоянии, друг от друга зависимо находятся. Это Сараляпов-Закаевская компания, которая эту работу ведет, но они между собой спорили, кто выше, кто ниже, потому что речь там шла о каких-то вот принимаемых действиях. Конечно, активно действовал Закаев, а эти находились как бы, значит, как в подмастерье. Этим это не нравилось, и они на этой основе потом поссорились. А этот документ, если они в нем не участвовали, они не знают, они должны были также сделать заявление, как сделал я. Они же официальные лица, а они этого никто не сделал. Вот и все. То есть это было преступное заявление, которое, значит, опубликовал преступно Чечен-пресс, который возглавлял Закаев Ахмед. Вот эти дела все, они во вред идут нам, поэтому мы не можем на это идти. Все. Следующая ссылка, это тоже на вашей же странице ayat.wordpress.com. Парламентское расследование. Я все зачитаю. Аят, как здесь изложено. Да, это как раз то, о чем сейчас... против кого я написал заявление. Против чего? Пожалуйста. Да, вот как раз я полностью хочу это все рассказать. Парламентская группа из 7 человек во главе с депутатом Аптиш Агириевым стала на путь предательства интересов чеченского народа.
Вся их деятельность в Европе направлена на подготовку чеченского общественного сознания к необходимости присутствия в Чеченской республике Ичкерия, а также на всем Кавказе новых интервентов, то есть западных оккупационных войск. Созданная группировкой Шагириева, так называемое правительство подпитывается средствами западных спецслужб. Группа Шагириева создана в городах Западной Европы, США и на Ближнем Востоке, а также в Ичкерии и на юге России сеть агентов, которые прикрываются именем так называемого чеченского правительства, которое создано в нарушении Конституции ЧРИ. В Страсбурге, Лондоне, Мюнхене и Брюсселе действуют центры этих провокаторов. Деятельность депутата Вагапа Тутакова не менее разрушительна, так как она направлена на то, чтобы парализовать работу парламента ЧРИ в интересах российских оккупационных войск. Со времени своего избрания в чеченский парламент Тутаков работает на саботаж деятельности парламента ЧРИ. Систематическая дискредитация ответственных руководителей парламента, профессиональное сеяние раздора в депутатских рядах – это стиль подрывной деятельности Тутакова. При этом он не гнушается любых методов для личного обогащения. Так он обманным путем присвоил себе $269 тысяч США, которые были ему выданы кремлевской администрацией на провокационные цели в Западной Европе. 9 сентября 2005 года из Москвы в Страсбург приехала целая делегация депутатов-коллаборационистов Самаев, Атаев и другие. Прямо у подъезда дома, где проживает Тутаков, они устроили массовую драку с ним, требуя от него возврата денег или проведения специальных действий, на которые были выделены деньги по указу Суркова, замглавы администрации Путина. Вместо того, чтобы стать политическими помощниками президента ЧРИ и защитниками чеченского государства и его вооруженных сил, эти депутаты стали на путь открытого предательства. Специальная комиссия парламента ЧРИ пришла к выводу, что деятельность вышеуказанных депутатов идет вразрез стратегическому курсу военно-политического руководства чеченского государства и является государственной изменой в условиях военного времени. Дальнейшее разбирательство деяний этих депутатов и лиц, им способствующих, должно быть предметом рассмотрения Трибунала шариатского суда ЧРИ. Председатель парламента ЧРИ Л. Сараляпов, первый зампредседателя парламента ЧРИ С. Бишаев, второй зампредседателя парламента ЧРИ Х. Янгулбаев, председатель комитета внешнеполитических связей парламента ЧРИ А. Идигов опроверг это заявление, назвав его подлогом. То есть вы об этом вы говорили только что. Да, об этом вас писали туда, не спроси вас. Вы даже не знали, что существует эта комиссия. Они все состряпали и выложили. Далее, я думаю, ну все, это на этом, наверное, заканчивается это. Да. Это заканчивается. Так. И... Там речь шла о чем? Я хочу комментарий сделать. В этом заявлении парламента, кроме всего прочего, шла речь о том, что они вот прислали сюда тогда 17 человек. Это сентябрь, октябрь, в 2005 году это было. В 2004 они прибыли, они находились здесь. 17 человек их приехало. Еще должны были приехать еще 17, как они говорили. И здесь, на Западе, они тоже имели в виду еще 12 депутатов, чтобы они все собрались здесь. Значит, этот замглавы администрации Сурков дал эти деньги, я так понимал тогда тоже, чтобы они здесь провели заседание парламента, и этот парламент Чеченской Республики Ичкерия должен был принять решение об самороспуске и передаче правопреемственности этому кадыровскому парламенту. Вот о чем шла там речь. Когда мы там с нашими друзьями, наших людей, которые нашу позицию проследовали, я там, конечно, с ними беседовал, этих депутатов я знал, больше половины из них приехала сюда не потому, что они они были обмануты, собственно говоря. Когда они поняли ситуацию, которая здесь есть, они вернулись назад
и не позволили, видимо, рассказав там, они должны были рассказать остальным 17 депутатам, которые должны были приехать здесь, провести это мероприятие. То есть это их мероприятие было сорвано, и поэтому из Москвы приехали эти 3 человека и требовали от организатора Тутакова эти 260 тысяч денег вернуть или провести специальное мероприятие. О чем и шла речь в этом их заявлении. И меня еще вписали туда. Вот о чем это заявление было в парламентском расследовании. Его опубликовали на Чечен-прессе. Благодарю. И последний документ, который есть, если я ничего не забыл и не пропустил то, что сейчас я говорил, это античеченская резолюция, так называемая ВЧК, Всемирный чеченский конгресс, Копенгаген, 29 октября 2002 года, опубликованная также у вас на ahyadidik.wordpress.com от 4 ноября 2015 года. В Копенгагене на так называемом Конгрессе 29 октября 2002 года была принята резолюция, преподнесенная от имени широкого спектра чеченского общества. Но затем организаторы заявили, что решения тут принимаются от имени всего чеченского народа, который как будто имеет цель построения современного государства. Не было сказано ни слова о том, что чеченский народ еще в 1991 году воссоздал свое суверенное государство по праву при развале СССР, в числе других народов РСФСР, Украины, Грузии, Казахстана. Обратим внимание на то, что в резолюции ВЧК речь не идет о Чеченской республике Ичкерия как о суверенном государстве, оккупированном Кремлем, а говорится лишь о Чеченской республике как о части территории РФ России. И ни слова об оккупации территории нашего государства. Резолюция ВЧК обращена к Москве с просьбой о ее согласии с созданием нового чеченского государства. И, естественно, ни слова о необходимости деоккупации территории Чеченской республики Ичкерия и восстановления там легитимной демократической власти нашей страны. Резолюция Конгресса основана на российском так называемом плане профессора Хасбулатова. Ее пункты и содержание обсуждались российской и чеченской стороной на сепаратных переговорах сторон в 2001-2002 годах в Швейцарии и в Лихтенштейне, соответственно, незаконно рассматривая территорию Чечении как часть Российской Федерации. Отсюда нетрудно понять, что тут речь идет об отрицании существования Чеченской республики Ичкерия. Это предательство со стороны госчиновников Чеченской республики Ичкерия, кто участвовал в этих сделках с Кремлем. Хоть в Иране мы это уже повторяли, но так как вот здесь другой текст, я его... Да. Ну, это мы уже говорили, а это другое, да. Ну, то же самое. То же самое, да. Речь идет о том, что здесь наши люди должны понимать, и наши друзья, что в этой ситуации, когда вот говорят, вот там вот идет вот это все обширная Россия, там возрождает, все такое. Если бы в свое время, когда эта российская вот власть напала на нашу страну, и остальной мир нам помогал бы, сегодня, наверное, не было бы таких потрясений в Грузии, в Украине, не было бы столько жертв, которые продолжают сейчас, и которые сегодня даже снова бьется и пытается этот Кремль захватить эти территории. А если уж говорить о том, что мы, вот некоторые лидеры разных народов говорят, мы вот создадим свое государство, ну, все другие республики, которые являются сегодня частью как бы Российской Федерации России, надо понимать, что вопрос здесь стоит о том, что разрешение в конечном итоге должен дать Кремль. То есть сегодня действующий Путин, президент, он должен дать разрешение с точки зрения международного права в этом вопросе. А он является членом Совета Безопасности, членом ООН. Он имеет очень важные такие моменты, то есть через что мы должны пройти. Поэтому я говорил, что когда в 1991 году развалился СССР, все эти республики, которые незаконно были подведены
подписанием этого так называемого федеративного договора, подписанием не властью этих народов избранной, а бывшими коммунистическими деятелями Советского Союза, что было незаконно. Вот эти республики, они имели уже статус государств, но они должны были их наполнить всей атрибутикой и определить, какой путь они хотят тогда избрать. Но тогда они не смогли это сделать. Им, конечно, мешал этот президент Ельцин, ну и другие, кто там был, и не давали им провести мероприятие, и они не смогли это провести. Конечно, условия были разные, но чеченский народ это сумел сделать и объявил о своем государстве, как и новые независимые государства Советского Союза. В числе этих новых независимых государств является и Чеченская республика, теперь уже Чеченская республика Ичкерия, и она оккупирована именно этой Российской Федерацией России. Мы туда никогда не входили, и это мы должны понимать. И те, которые говорят, что мы там пойдем построим, это или дилетантство, они не знают это, или специально говорит, что мы, когда они это говорят, или специально говорят, что мы являемся частью России. Мы это должны понимать. Вот эти трактовки, вот эти высказывания, там вот заложена вот эта суть. Мы должны говорить только о том, что мы должны освободить территорию нашего государства и восстановить нашу легитимную власть на всей территории. Вот это наша линия, которой мы должны придерживаться и которой мы пишем вот, в зарубежье нашим друзьям и государствам, когда мы говорим о признании нашего государства. Аслан, все. Спасибо, Аят Баркал. Аят, я бы также хотел добавить к сегодняшнему нашему стриму то, о чем мы сегодня говорили, о чем приводили документы, доказательства и случаи из своего опыта, чтобы люди, которые не очень поймут некоторые документы, услышали мою историю, о которой я неоднократно говорил. Дело в том, что когда я сюда приехал в Европу, я начал поддерживать людей, которые борются за нашу деоккупацию, за свободу, и пытался найти друзей, союзников, с кем можно было связаться. И люди Ахмеда Закаева устроили здесь, в Гамбурге, у нас здесь выставку такую, специально для меня это было сделано, чтобы меня пригласить туда. Я туда пришел как правозащитник, как юрист, мне это было самое важное. И мы обсуждали, и были выставка преступлений России и так далее, организованная здесь в Гамбурге. И таким образом я оказался рядом с Ахмедом Закаевым. Я его очень сильно поддерживал, бескорыстно, без каких-либо поблажек или чего-либо для себя, чисто для того, чтобы дело дошло до суда. Они проводили митинг перед Гаагой, перед Международным уголовным судом в Гааге. И я посчитал, что эти люди именно моих взглядов, они борются за права чеченцев и так далее. Это так, вступление, чтобы понимали, почему я сейчас не поддерживаю Ахмеда Закаева, а тогда вот поддерживал. И потом, буквально за 2 месяца, за 3 месяца до начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, ко мне из правительства Ахмеда Закаева некий Нашхо Эльдаров, по другим данным Руслан Сулейманов, попросил меня, они организовали там в Страсбурге, другой есть из правительства Ахмеда Закаева, который якобы правозащитник, который организовал конференцию, и меня с моими товарищами пригласили туда. И по пути мы взяли вот этого Нашхо Эльдарова, Руслана Сулейманова, который на обратном пути, после того, как мы уже туда поехали, побыли и возвращались, прямо сказал мне, что я буду вынужден работать на российские спецслужбы, в частности, на ГРУ, упоминалась фамилия и других одиозных преступников, террористов, убивавших чеченский народ. И
вокруг Ахмеда Закаева. Вот я заканчиваю. Хорошо, Баркел, это понятно, что ты об этом уже не первый раз говоришь, и это понятно. Мы должны, как говорится, все те, кто находится в заблуждении, их призвать: откажитесь от этой неправильной, этой предательской линии. Она в конечном итоге во вред нашему народу, а мы должны действовать во благо того, чтобы мы могли вернуть свою родину, территорию, восстановить свое государство и мирно существовать с другими государствами мира. В мире, я повторяюсь, есть более 40 государств есть в мире, члены Организации Объединенных Наций, которые являются, значит, по площади меньше нашей площади и по численности населения тоже меньше. Более 40 государств, учтите это. Поэтому ничего удивительного нет в том, что пытается сказать, что мы не имеем права. У нас своя цивилизация, свои отношения. Мы издревле жили, как вы знаете, все в рамках той идеи именно демократии. То есть власть на нашей территории избиралась народом. Вот как мы жили всегда. И поэтому для нас это очень важно. А здесь какие-то вот отклонения, то или это все разговоры, которые ведут наши противники нашего государства и нашего народа. Мы не воспринимаем это. Все те, которые готовы с нами в этом вопросе сотрудничать, в этом направлении, мы всегда для них открыты. Вот и все. Аслан. Спасибо, Аят. Друзья, Аят, давайте тогда еще мы почти 100 минут в эфире, час 40 минут, если у тебя есть время, минут 10-20 уделим внимание нашим зрителям, потому что специально мы это сделали с тобой под запись, стрим, прямой эфир, потому что ты так захотел, а мы могли просто под запись сделать, чтобы наши люди могли принять участие. Друзья, я вам напоминаю, с нами Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Аят – ближайший соратник, сподвижник Джохара Дудаева. Это человек, который стоял у истоков образования нашего государства. И я вас всех призываю, предлагаю вам задать вопросы по теме сегодняшней, желательно, чтобы по этой теме. Если вы напишите комментарии, я их зачитаю. Или же вы можете зайти в ТикТок и там уже непосредственно сами принять участие в нашем сегодняшнем стриме. Здесь пишут, вот смотри, здесь юзер пишет. Юзер, я согласен с тем, что ты пишешь, но нету твоего имени. И когда нету имени, то такая информация, которую здесь в ТикТок пишет нам юзер, с ником юзер, Саид Амин такой же агент, как и Эльдаров. В 1999 году была информация, что Саид Амин работает на ГРУ России. Закаев начал работать на ГРУ в 2001 году. До этого он работал на ФСБ. Юзер, в принципе, ты подтверждаешь все, что мы говорили, но опять же, без имени, без фамилии очень трудно вот это все подтвердить. Так что, если у вас есть вопросы, друзья, пишите, я их зачитаю. Так, салам, всем салам, друзья, всех я вас приветствую. Так, одну минутку. Аят, смотрите, вот что я хотел сказать. Баркал Зубайр, в ваших стримах пишутся бесценные страницы нашей новейшей истории. И вот с этой целью, в принципе, и для вашего просвещения, именно мы этим и занимаемся. Аят, смотрите, сегодня, приводя доказательства, имея железобетонные факты, мы разоблачаем людей, которые работают на Россию.
Но они продолжают вести эту работу, несмотря на то, что разоблачают. Самое интересное, что за эти 2,5 года, когда тогда отправляли туда агентуру и меня пытались вербовать, и об этом украинцы узнали, но все равно украинцы приглашают, и за все время украинцы не задали, журналистки украинские не задали Закаеву, там, Кутаеву или кому-то другому ни один вопрос, потому что мы говорим. Большому сожалению, большому моему сожалению. Ну вот дело в чем? Несмотря на то, что мы разоблачаем, они ведут свою деятельность. И в какой-то степени им удается оболванить, обмануть людей. И плюс, конечно, своя же агентура, и, как вы говорите, там Кремль водит за руку этих людей. И вспоминается конец Советского Союза и начало вот постсоветского времени, когда Завгаев за деньги разных там вот этих людей с приключенческим таким уклоном, таким авантюристов, вооружили, дали денег, там, посадили на БТРы, и всем рассказывали, что Дудаев – это враг, что он заслан Москвой, Кремлем и так далее, и так далее. И в конце концов они повели 26 ноября при помощи Савастьянова, который возглавлял тогда 26 ноября 1994 года третью атаку на Чеченскую республику Ичкерия. И не получится ли сейчас, Аят, что эти люди вот занимаются тем же самым? Если они не смогут взять власть полностью и завоевать сердца всех чеченцев, потому что завоевать они их не могут в принципе, не получится ли так, что они вот таким вот образом кого-то за деньги, чаще всего за деньги, а кого-то так обманным путем создадут, и будет такая якобы оппозиция, которая была тогда у нас в 90-х годах, а фактически это были предатели. Никакой оппозиции они не были. Что вы думаете по этому поводу? Ну, гадать трудно, ясно, ты правильно сказал, что оппозиция – это те, которые находятся в рамках и мыслят в рамках нашей Конституции, и мыслят в рамках декларации, принятой нашим народом о создании нашего государства в 90-м году. А то, что они будут работать и продолжать вместе с Кремлем, будут продолжать свою деятельность, в этом нет никакого сомнения, по крайней мере, эти лидеры. А обманутые люди, которых они сегодня вот так вот вводят и обманывают, да, они должны понять, чем это пахнет, так? И если наше вот это вот объяснение, рассказы, документы их к чему-то вот приведет, и они поймут, то это полезно для нашего народа и полезно в целом для того, чтобы освободить нашу территорию, восстановить там. Вот для этого же мы и ведем, разъясняем. Ведь многие люди не знают, совершенно ничего не знают. А эти рассказывают им всякие небылицы из-за того, что вот они эмоционально там, вот мы то все готовы на чем угодно поклясться, что это было так. Рассказывают там людям, которые вообще не в курсе были дела, как это делалось, так? И что это такое, и в каком, скажем, правовом пространстве мы находимся. Если они не понимают, они воспринимают это как вот так, вот как говорили, когда были противники нашего народа, враги, собственно, их называли оппозиционерами, понимаете? Они не оппозиционеры, это были враги, это были предатели. То есть у нас как бы вырабатываются какие-то свои понятия в отношении этих людей. Поэтому и, соответственно, действие против них такое. Потому что если оппозиция, то это человек, который в рамках этого, значит, государства и решения народа пытается улучшить жизнь в этой стране. Допустим, в экономике, в политике, в культуре. Это вот такие оппозиции здесь бывает. А те, которые вообще выступают против существования нашего государства и за его оккупацию и поддержку, это предатели. Поэтому, конечно,
Даже и думать не надо. Они, эти лидеры, которые запущены, это есть агенты влияния Кремля, собственно говоря. Вся их работа, они влияют на общественное мнение, как мы с вами знаем, так? Пытаются замутить так, что вот назвать тебя, меня, других, кого-то им не нравится, кто их не поддерживает, или тех, кто стоят на наших принципах, их во всем обвинить, наклеветать, там, что угодно наговорить, разные сплетни. Значит, нужно на это относиться, ну, спокойно. Относясь спокойно, вот эту работу делать и рассказывать нашим людям, что происходит. Тогда, конечно, придется с ними жестко обратиться, когда мы сможем восстановить свое государство. Жесткий закон должен быть в отношении этих людей. Мы не должны позволять им там разгульный образ жизни вести, когда они выступают против нашего государства. Мы же видим сами, что происходит в Грузии, что происходит в Армении, что происходит, скажем, в Украине. Мы же видим, как вот остальной мир ведет себя неоднозначно. Одни туда, одни сюда. И мы должны видеть, вот подумать, поставить себя и подумать, а что же мы, как нам быть? Сегодня очень важно то, что сегодня делает Украина, украинский народ, его сопротивление. Их победа для нас важна, как воздух. Потому что если они сейчас победят, отстоят свою страну, то сама Россия, она должна в этом смысле или развалиться, или переформатироваться. Сюда к власти должны прийти люди, которые будут соблюдать нормы морали, нравственности. А у них есть такие люди, у россиян, я знаю, с некоторыми людьми там знаком с ними, да, они, которые вот за это бьются, и есть те, которые готовы признать нас, нашу республику, как оккупированную тоже. Но сегодня они не во власти. А вот такие, как Навальный или другие, они ничего не хотят признавать, они ведут ту же политику, что ведет и сегодня нынешний Кремль, но между собой они спорят. Спор между ними не означает, что кто-то из них может быть нашим другом. Нет. Они обе эти стороны, которые вот это за свою эту империю, которую хотят возродить, это наши враги в любом случае, это империя. Вот так, я думаю, будет это все, Аслан. Мы знаем, что все это время Запад вел себя, скажем так, в несоответствии со своими декларируемыми ценностями и принципами. В частности, защита международного права, прав человека и так далее. Нас фактически незаконно, не имея никакого юридического основания, оставили один на один с людоедом и, как бы сказали, не сильно брызгайте кровью по сторонам, когда будете поглощать этих чеченов. И Запад сейчас, хоть он и немножко отстранен, и я вижу, что они пытаются какую-то правильно всегда быть на правильной стороне истории в этом смысле, и даже исправляют, какие у них остаются там ошибки в истории. Всегда Запад исправляет, это в частности Англия и Соединенные Штаты так делают, мы это знаем. Но может ли быть так, мы знаем, что он не принципиален, когда дело касается его интересов. Когда касается его интересов, все остальное меркнет, да, особенно когда это дело исчисляется в приличных суммах. Но не получится ли так, Аят, что Запад, который сейчас занимает выжидательную позицию, что он завтра поддержит этих коллаборантов, опять же, возвращаясь вот эту всю историю с Тимом Гульдеманом, который тоже представляет Запад или представлял тогда Запад, что вот нам предложат, как после Первой русско-чеченской войны, нам скажут, ну вот смотрите, это же легальная оппозиция, политические оппоненты там, и так далее, а политические оппоненты в демократическом обществе преследовать нельзя. Плюс в любом демократическом обществе обязательно должна быть оппозиция. Потому что хоть маленькая, но она должна быть. Если нет оппозиции, то это общество не демократическое считается.
что вот эти люди оппозиционеры, и как когда-то Масхадова вынудили взять Руслана Кутаева в свое правительство, также будут вынуждать, например, президиум иметь какие-то там взаимоотношения с этими коллаборантами или там с этими отступниками и так далее. Возможно ли это, Аят, и как нам себя вести в таком случае? И забегая вперед, Аят, я как гражданин, рядовой гражданин, я хочу сказать, что я не хочу иметь ничего общего с теми, кто связан с Россией. Это, в моем понимании, это не оппозиция, это глаз обычного чеченского народа. Я против. А как вы, как представитель власти, что вы могли бы сказать? Да, конечно, было бы хорошо, если бы не такая была ситуация не только у нас, скажем, в народе, так, как в любом народе, так. И если бы это было не так, если бы все те обязательства, которые на себя приняли, скажем, большие государства, ну, в современном международном праве, эти 5 государств, которые должны защищать интересы, по большей части из них, вот, допустим, Россия использует в своих целях имперских. И всегда они это оправдывают, обратите внимание, это никогда они не говорят, что мы это нарушаем. Они наоборот говорят, что вот эти украинцы это нацисты, что они там националисты, что они бендеровцы, что их надо убивать, что нужно, значит, чтобы оттуда нам угроза не шла. То есть они под любыми уловками вот эти все дела делают. Но нам, людям простым и тем, кто занимается политикой, мы должны вообще-то понимать, что происходит, и должны политически иметь уровень того, чтобы мы могли действовать в рамках того, чтобы оправдать и отстоять свою государственность и свои интересы своего народа. Это зависит от нас во многом. Вот смотрите, Черчилль был премьер-министром Англии в свое время тогда, и даже вместе с ним там победили Вторую мировую войну, а Англия против него выступила и лишила его. А потом снова избрали, но все равно это что было? Это было, что народ, он выше по своему всем этим показателям и по всем, он выше любого, его может снять и поднять, но поэтому мы должны этот свой народ и этих людей политически прозорливыми быть. Вот что я хочу. Если он, вот, допустим, сейчас не понимает многие то, что происходит, мы сейчас здесь говорим об этих вещах, но они задумаются, что это как. Им самим надо читать, им надо общаться в нашем кругу, с тобой, со мной, с другими, с третьими, кто имеет другую точку зрения. Надо понимать, что делать. Вот наши воины, которые находятся там в Украине, бьются, они это герои нашего народа, но в политическом плане прозорливость в этом отношении у них тоже должно быть. Они должны, если что-то делать и говорят, они должны ориентироваться правильно. Если они будут неправильно ориентироваться, всегда найдутся те, которые и их где-то в чем-то, как говорится, подтянут, как бы, ну, во вред нашему народу, вот, во вред нашей, значит, нации, народа и наших граждан. Поэтому здесь это зависит. Может быть, это даже в самой такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Вот видишь, как там что происходит. Видишь, что происходит в любой стране. По-разному люди мыслят. Это должен быть политический уровень, мышление должно быть. Поэтому люди должны получать образование. Они должны быть развиты в этом отношении. Знаете? И чем выше интеллект, образование, оно дает возможность размышлять, как дальше жить и что делать. У нас, посмотри, даже наш язык изучать нам не дают. Нас хотят превратить в русских. Или нас хотят превратить в другую нацию, ассимилировать. Мы не за это. Мы за равное сосуществование в мире с другими народами, но сохранение своей нации. Это трудный процесс. Если бы это возможно было бы сделать, как ты сейчас говоришь, я не хочу,
Вот 5000 народов в этом мире и всего лишь 200 с лишним государств. Да. Так? И эти народы почему не могут свое государство приобрести? 5000, вот, допустим, 200 всего. И почему эти 200 государств мира могут, значит, решать, дать право какому-то народу создать свое государство или не дать? Вот так в международном праве есть. И что из этого тогда нам, как быть? Мы должны это понимать. То есть мы должны понимать, что в этом мироздании есть. Когда мы идем по какой-то дороге, мы должны смотреть, что это за дорога, и куда нас приведет, и как надо идти, и как надо быстро, тихо или вокруг смотреть. То есть мы должны разбираться в этом вопросе, и все те, кто в этом разбирается, допустим, из нашего народа, из нашей республики, они должны, если беспокоиться за свой народ, должны в этом вопросе делать все возможное для того, чтобы мы могли решать и быть на правильном направлении, решать эту проблему. А без этого, как вот говорили, когда, помню, первый президент Джохар Дудаев, ему там говорили, вот ты одно правительство создал, потом второе, потом третье, там, сейчас не помню, сколько было, 3 или 4, он их как бы, значит, одних брал, и он спрашивал, ну как ты вот таких вот взял, помню, там ему задали вопрос корреспондент, а как вот это взял? А он говорит, ну что поделаешь, другого материала у нас нет для строительства нашего государства. Мы имеем только эти, имеем то, что имеем, а вот те, которые поставлены, скажем, или выбраны для того, чтобы решать эту проблему, они должны пытаться этот вопрос решать и должны в этом разбираться. Вот что я хочу сказать. Спасибо, Аят. Баркаун, Аят. И завершая наш сегодняшний стрим, я хотел бы немножко про другую тему затронуть, и очень такую интересную для меня, я думаю, и для наших зрителей тоже. Дело в том, что у вновь избранного 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложилась определенная сакральность. Дело в том, что человек, по всем параметрам, какие-то необычные такие события, это грандиозные исторические события происходят на наших глазах. 45-й президент избирается снова 47-м. Так было всего лишь 2 раза в истории Соединенных Штатов. Прошлые выборы, как утверждают, он тоже выиграл, и у него их незаконно забрали. И считайте, тогда он 3 раза избирался президентом, получается, и побеждал. Знаете, американский народ его поддерживает. Дональд Трамп один из самых богатых президентов Соединенных Штатов. Не наворовав у американцев, а уже заработав потомственно. Он немец потомственный, и с тех пор его отец был очень богатым, состоятельным, дед был его строителем. И вот таким вот образом он стал таким вот богатым, успешным. Потом на него совершено 3 покушения. Один раз это иранец какой-то там подозревается, один раз в него американец стрелял, который был убит сам непосредственно, и так далее. И чудом, просто невероятным чудом, только лишь ангелы-хранители могли увести его голову, он поворачивается, и пуля проходит ему рядом с ухом. К чему я это все веду? И позавчера русский Фредди Крюгер, как я его называю, Николай Патрушев, заявил о том, начинается очернение, попытка очернения Дональда Трампа, там разные какие-то компрометирующие какие-то фото, видео они закидывают и так далее, и фактически пытаются ему угрожать. Что это такое, Аят? Россия боится сакральности Дональда Трампа, они утверждают, что они на стороне добра, русские утверждают, что христиане, иудеи, мусульмане, все в одних окопах, у них там на русской стороне. Хотя на самом деле все ровно наоборот. Иудеи, христиане и мусульмане все на украинской стороне и так далее. Почему это делается, и русские боятся сакральности Дональда Трампа, что его святости, что вот он реально поведет людей и победит зло? Или что это?
Я так думаю, что есть вот постоянно гуляет, скажем, в мире э, байка или это правда, это о том, что якобы Трамп является агентом Кремля. Они все время это говорили. Мгм. Теперь они вот в своем там разговоре, в своем в этом заявлении Патрушев, там, которого сделал в «Коммерсанте», говорит о том, что вот, ну, образно говоря, он говорит ему, что вот смотри, вот это, и вот это надо, вот это делать, и это делать. То есть он ему как бы указывает, ты должен сегодня отчитаться, мы тебе помогли стать президентом. Вот что они хотят. Они хотят опорочить его, Да. президент. Они хотят сказать, что выбор этого американского народа был не совсем правильный. А раз ты пришел сейчас к власти, давай сейчас вот того не назначай, этого назначай. Там есть некоторые фигуры, которые там одни считают правильные, другие неправильные, а это пытается ему вменить, ну, какой-то совет якобы дать. То есть он выступает как советчик президента Соединенных Штатов Америки. Да, его хотели убить, да, у него стреляли, да, он, значит, делает заявления очень такие интересные. Да, он говорит, что эти демократы, так называемые демократы, которые сегодня еще во власти, что они вели себя неправильно, Мгм. а надо вот иначе вот так. Вот он по поводу вот этих вот, значит, незаконных там, скажем, ЛГБТ или другой. По этому поводу специально заявление делал, что они позволят там делать, э, Да-да. допустим, у людей мужского пола в женский, наоборот, или другие. То есть он такие вот какие-то морального, значит, направления Нравственно. заявлений делает. И поэтому люди любой веры в этом смысле как бы оказались несколько вот в этом отношении в строю тех, которые его стали поддерживать. Вот я так думаю. А Патрушев и Путин, им нужно искать какой-то ход. Да еще здесь выступил еще и Дугин такой есть известный, который тоже начал вот давать советы в адрес этого Трампа, говорить, что он такой щекой, а он должен вот быть, и мы дойдем, и не надо нам от тебя никакой там помощи, Украина наша, без Украины будет атомная война, типа такого. Мы сами возьмем, от тебя подарок нам не нужен, но ты, мол, нам не мешай. Вот так в заключении делает этот Дугин. Ну, короче говоря, русские как-то пытаются создать мнение в мире, что Трамп является в какой-то зависимости от Кремля, от Путина и его агентов. Мгм. Но теперь говорят, что вот он выкинул вот такой ну, скажем, такой трюк, этот Патрушев и эти. Теперь он должен как бы ответить на это. Должен. Но что он скажет или нет, будет он реагировать на нет, нет. Кто они, чтобы он им отвечал. Если бы это сказал, скажем, президент, или который каждая там бабушка, которая выйдет и будет кричать, Америка нам не нужна, мы тебя, то все. Ну, разные женщины уходят, наш Путин, что такое говорят. А им это что? Они являются продуктами, скажем, ну, они манкурты, собственно говоря, эти женщины. Они не понимают, что происходит. Им не нужно, им нужен батюшка-царь, который будет их там за них решать любые вопросы, и они готовы идти на плаху, они готовы умереть, как бы говорят. Мгм. Но я не думаю, что власть держащие, эти Мгм. миллиардеры, которые наворовали это все, фактически Мгм. наворовали, так? Они захватили это, то, что должен был обладать этот народ тамошний, так? Они Мгм. все это захватили, и теперь они умирать не хотят. Они сейчас своих детей сами все пытаются выехать, спрятаться на Западе, правильно? Конечно. И поэтому главное здесь о сакральности не столько идет речь, мне кажется. Это как, знаете,
там, что если там царь, то это воля Божья, как-то они говорили там в России, здесь, что царь, вот надо религиозные деятели, это послан Богом. Вот в таком смысле говорить о Трампе вряд ли они хотят, что это его послал Бог. Они хотят, что они были боги, сказать. Мы тебя, мол, подвинули так сейчас, что ты победил. Мне вот такое впечатление складывается ведь у меня, у них. Понимаете? Спасибо, да, понимаю. Аят Баркал, Дейрейс Фуль. Я думаю, на этом мы можем закончить сегодняшний наш стрим. Давай закончим. Если есть что сказать, вы можете сказать. Есть вам что-нибудь добавить, Аят сказать, или же закончим? Нет, я считаю, что хватит пока. Заканчиваю. Давайте. До свидания все, друзья. Адикюэль Масера. Все, Адикюэль Масера. Спасибо всем, кто смотрел, поддерживал, всем, кто посмотрит, поддержит. Всего самого хорошего. И да восторжествует правда и истина. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль Масера. До свидания. Адикюэль.